до Римской империи – 1500 лет. Китайские хроники пишут про северный народ, люди, летящие на ногах. Это Динлины, предки Уйгуров, разводящие скакунов. Хроники 2000 лет выстраивают линии наследия, от племен Гуйфан и Динлин, Хунну, Гаочэ, Тиле, через хайхе уйгурского каганата к современным уйгурам. С эпохи Цин, 3 век до нашей эры, в Северном Китае ходила легенда о государстве людей, летящие на ногах. Поэтому Гопу, ученый династии Цзинь, 3-5 век, каноны гор и морей, писал «Динлины – это народ государства Динлин». Его людей на ногах растут волосы, копыта, как у лошади, и они могут пройти сотни километров в день. Кто же были Динлины? Было ли государство летящих на ногах, описанное Гопу тем же самым племенем, что и Динлины, жившие исторически у озера Байкал? Согласно хронике Хунну, когда войска Хан и Хунну заключили мир, Китай устал от войн, а вождь Хунну Маде набрал силы, собрал более 300 тысяч лучников. Затем он покорил на севере Хуньюев, изгнал Динлинов, покорил Гекун и Синли. После этого знать и сановники Хунну покорились, считая Маде мудрым. Это самые ранние точные записи о Динлинах в китайских хрониках. Согласно Ханшу, записи о западном крае, когда ханский дипломат Су прибыл послом к Хунну, его сослали на Байкал, где он пас овец, а Динлины угоняли его скот. Это ранние записи историков о Динлинах. Согласно исследованиям историков, их древнейших предков можно проследить до племен Гуйфан и Чиди эпох Шан, 16-11 век до нашей эры, и эпохи Чжоу, 11-3 век до нашей эры. Их последующее наследие связано с Гаочэ и Тиле периода южных и северных династий, 4-6 век. И, наконец, уйгуры, уйгурские каганата. Древнее произношение «Динлин» читалось как «Динлань», они сами называли себя «Диле». В тюркских языках это слово означает «сила» или «мощь из-за кочевого образа жизни» – «Динлины», появившиеся в районе озера Байкал в эпохе Цин, 221-206 года до нашей эры, и Хан, 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры, уже были смешанным народом. Они уже включили в себя древние племена Гуйфан и Лебейды, переселившиеся на север. После возвышения Хунну вновь произошла крупная интеграция северных кочевников. Ханшу, биография Лилина, записана. Вождь Хунну, взяв в плен генерала Лилина, женил его на своей дочери и назначил князем над государством Динлин. В то же время часть динлинов была захвачена в плен для работы пастухами. Этих пастухов Хунну называли «цзы». В то время как одна часть динлинов была уведена на юг, другая, пользуясь ослаблением северных кочевых государств, мигрировала в монгольскую степь. Это было Тиле, позднее кочевавшие у подножия гор Иншан, а некоторые племена, возможно, из-за торговли или войн, вновь переселились в бассейн реки Хуанхэ. В периоды Вэй, Цзинь, южных и северных династий, 3-6 век, динлины уже расселились по обширным степям Евразии в Центральной Азии и Северном Китае. Такая двусторонняя миграция динлинов оказала чрезвычайно глубокое влияние на историю Древнего Китая. Во-первых, в период до Цзинь, до 3 века, они способствовали взаимному обмену между центрально-китайской культурой и регионами к северу от пустыни Гоби и Южной Сибири. Эти отношения включали не только экономический и культурный обмен, но и взаимную интеграцию между народами. Искусство верховой езды в Китае в царстве Чжоу было занесено предками динлинов, племенами Гуйфан в периоде Ин, за 1500 лет до рождения Иисуса Христа. Одежда народов Чжуньюань также испытала влияние динлин, а улучшенные породы скота в центральных равнинах в основном были завезены динлинами. Во-вторых, миграция динлинов на юг также способствовала взаимодействию и интеграции различных народов монгольских степей. В конце 1 века нашей эры, после миграции северных хунну на запад, динлины, спустившиеся с юга Байкала, стали тесно контактировать с остатками хунну в монгольских степях, взаимно влияя и смешиваясь с хунну. Китайские исторические записи утверждали, что язык Тиле в основном схож с хунским, но с небольшими отличиями, и, возможно, их происхождение восходит к хунну. После возвышения Синьби в середине 2 века нашей эры динлины постепенно установили тесную связь с Синьби, и даже часть динлинов слилась с Синьби. В период 16 царств, 4-5 век, табгачи Синьби, основавшие в Лунси государство Западная Цин, были результатом интеграции Тиле и Синьби в 3 веке, а ранние табгачи, то есть Табасиньби,
также включили в себя множество динлинских родов, таких как Жихагуша и Чанша. Согласно исследованиям ученых, чиди – это название динлинов в китайских хрониках периода Чунцю, 8-5 век до нашей эры. Тиле – название, данное им западный Цзинь в 3 веке нашей эры, а Гаочэ – название, данное северной династии 4-6 век. Люди северных династий динлинами продолжали называть только тех Тиле, которые переселились во внутренние районы Китая до периода 16 царств. Остальных называли Гаочэ или Тиле, а позже Хайху Уйгуры. В то же время люди южных династий всех, кого северяне именовали Гаочэ, Тиле или Динлины, обобщенно называли динлинами, без различия. Согласно записям 3 царств, хроники Вэй, эры Цзиньян династии Восточная Хань, в 213 году нашей эры, император Сандилю Се в указе о назначении царя князем Вэй сказал: «Предки динлинов, почитая справедливость, прибыли ко двору, и это также заслуга князя». Динлины пришли во внутренние районы Китая после победоносного похода полководца Царо против Ухуани и стремились установить политические и торговые отношения с династией Восточная Хань в 1-3 век нашей эры. В период Царя Вэй, 3 век нашей эры, динлины часто подносили в дар знаменитых лошадей. Кто хорошо разбирался в разведении отличных скакунов, высоко ценили их. Возможно, это и есть причина, по которой канон гор и морей описывает динлинов как «летящих на ногах». Помимо Тиле, с основанием уйгурского каганата в период династии Тан, 7-10 век, динлины из района озера Байкал также интегрировались в уйгурский народ. Потомки уйгурского каганата ассимилировали тохаров Рима и, приняв ислам, стали современными уйгурами Синцана.